Ассаламу алейкум всем зрителям. Сегодня очередной подкаст, разбор, дизайн работ участников нашего сообщества. Сегодня будем разбирать я, Берт и Тамерлан. Прямая связь из Дубая. Как, Тамерлан, там погода в Дубае? Ну, так пойдет, в принципе. Так, Тепло? летний. Да. Холодно? Сколько градусов? 25 градусов. Можно, в принципе, гулять. Можно даже... Купаться на море? Купаться тоже можно, да. Но это уже слишком... Это уже совсем другая история. Не прошло и одной минуты, и мы уже начали отходить от темы. Офф-топ, как говорят. Хорошо, тогда что мы будем сегодня делать? Мы будем сегодня разбирать три работы. Одна работа – это презентация кейс на Behance Шамиля Гусейнова. И две остальные работы – это интерфейсы в Figma. Курейш Алмазов и Махаури, как я забыл имя, Мансур Махаури. В общем, я тогда добавлю твой экран в эфир. Видно, Бесконечность, да? да. Бесконечность, Окей. все отлично. Если видите бесконечность, знаете, что все отлично. Переходим к дизайну, да? Так, сейчас посмотрим, сколько у нас зрителей. Так, где это можно посмотреть? Один зритель. Это, наверное, я думаю, мама смотрит. Как всегда. Так, один зритель. Ну, ничего, я думаю, записи люди посмотрят. Давай тогда открывать нашу работу. Так, начинаем с работы Мансура. В общем, мне понравилось качество работы хорошее, машаллах. И вообще рад видеть новых дизайнеров у нас, которые уже такие серьезные интерфейсы начинают рисовать. Это круто. Я вот здесь вижу вот разброс, разные есть экраны. Как я понял, вот отсюда нужно начинать. Вот, поэтому, наверное, начнем по порядку, да, вот с этих экранов. Да, давай с мобильного. Я думаю, здесь онбординг у нас. По онбордингу, что ты думаешь, Берт? По онбордингу, ну, здесь есть опасность, наверное, что на таких фотографиях, хотя это же постоянные фотографии, это же не статичный контент, который будет меняться. Ага. Я имел в виду, что текст может быть плохо будет виден на этих фотографиях. Я тоже самое подумал, в принципе. Да. И вообще, вот когда вот текст прям посередине на больших фотографиях, может быть, тут непонятно, спорит текст с этими фотографиями, Да. а внимание друг у друга они забирают, и непонятно, на что смотреть, то ли на фотографии, то ли на текст, что из них главнее, непонятно. Поэтому тут можно было бы это решить тем, что, во-первых, сдвинуть текст вниз вместе с этими точками тоже. Эти точки, они тоже как-то странно здесь выглядят, прям наверху. Они обычно вот здесь внизу бывают. Но я понял, что дизайнер хотел их на одном уровне держать, но если он просто-напросто их вниз двинет и кнопки вверх подвинет, то они тоже всегда будут на одном уровне. Потом, если уж текст сдвинется вниз, затемнение все-таки применить я бы посоветовал. Возможно, просто градиент внизу, но это уже нужно тестировать.
потому что вот этот текст мелкий особенно, который подпись. Вот если это большой текст, то окей, но вот этот мелкий, он слишком тяжело читается на таких детализированных фотках. Да. Есть примеры, такие как, например, допустим, так, тут они уже поменяли. Раньше я здесь видел, этот был, типа, Слайд. онбординг был. Ну, можно даже вот на мобе, мне кажется, вот здесь будет Sound Cloud. Вот здесь, допустим, они не стали прям сильно затемнять, ну, тут чуть-чуть затемнили, кажется. Ну да, тут чуть-чуть градиент есть. Текст один только. Ну, даже здесь я бы лично сделал чуть-чуть более, ну, как бы жирным или более видимым, чем текст. Но все равно один кусочек текста маленький на картинке уже, ну, хватает. Не перетягивать внимание с картинки. И внизу кнопки тоже, ну, как бы нормас. Вот, что-то такое можно было бы. Да. Так, Да. так. Дальше что у нас? Вот здесь я понял задумку автора, типа, сделать анимацию, скорее всего, типа бесконечно двигающиеся плитки налево, допустим. Немного странно или под вопросом вот разные размеры, которые здесь есть. Как-то непонятна система, по которой они, почему они вот такие разного размера, и тем более они, кажется, разных пропорций, что еще более сильный вопрос вызывает. Да. Я видел пример, и, скорее всего, Мансур брал пример с этого тоже. На App Store есть такая штука, карточка, и там внутри иконки, которые вот подобно этому двигаются налево, как-то анимируются. Но там они более как-то аккуратно выглядят, потому что и размеры у них одинаковые, и как-то скомпонованы они более как-то целостно. А там на сайте Apple, ты сказал, эти карточки, не на сайте Apple, а на App Store. Я сейчас... Моя камера транслирует же сейчас, да? Да. Так, где я? Чтобы я видел свою камеру. Вот допустим, вот здесь, если там видно. Да, видно. То есть вот эта задумка, скорее всего, там была. И она мне нравится, на самом деле. Но если вот так скомпоновать, примерно как здесь, то будет, мне кажется, нормально. Так, я случайно остановил стрим своего экрана? Нет, это я просто удалил, чтобы увеличить камеру. Все, возвращаемся сюда. Здесь эти картинки, они, может быть, за счет контраста с фоном кажется, что они кликабельные, как кнопки или как ссылки выглядят. Кажется, что можно... Но, может быть, если будет анимация, это не так сильно будет казаться. Но здесь мне хочется кликнуть и увеличить картинку. И плюс к этому добавляются тени, которые в данном случае они настолько еле заметные, так как тут сами картинки такие цветные, и, ну, то есть и тут и так много деталей в самих картинках, и вот тень, которая тут добавляется, она чуть-чуть, наоборот, шума прибавляет. Можно было тень сюда не добавлять. Да. Если это карточка в общем, на карточку можно сделать, и эта же самая тень, она больше кликабельность, типа ощущение кликабельности вызывает. Придает. И потом вот этот момент все-таки, опять же, хочется выделить все, потому что все важно. И 30 days for free, и вот эти все, и continue. Но учитывая то, что все-таки иерархия нужна, нужно оставить
интерактивный, самый главный call to action красным, допустим, это continue. Опять же, этот continue... Continue вряд ли, я думаю, хотя... Continue, он будет изначально disabled, то есть перед тем, как выбрать, он, скорее всего, вообще будет неактивным, то есть серым. А вот эти штуки можно было бы просто обводки там легкие сделать, красные, даже если они будут. Но даже не красные, потому что активные, вот, допустим, выделили одну штуку, вот эта штука могла бы быть красной, даже залитой, или обводка могла бы быть. А остальные лучше сделать чистыми, как белыми. И то же самое насчет заголовка. Все-таки это текст, и его не хочется воспринимать как интерактивный элемент красный. Лучше его сделать как текст, заголовок. И вот здесь, капсом тоже здесь написано. Иногда это бывает, клиент сам требует, но стоит бороться с этим. Допустим, вот этот стиль заголовка можно было бы спокойно здесь использовать, и он очень хорошо читался бы. И насчет отступов здесь хотелось бы немножко разгруппировать все элементы. Вот заголовок ближе к карточкам, что ли, прижать, и как-то нету группировки элементов. Заголовок. Организованной группировки элементов. Да. Закон внешнего и внутреннего. Или закон внутреннего или внешнего. Дальше что у нас? Регистрация. Вот этот стиль немного напоминает, не знаю, Airbnb, и мне это нравится, именно то, как здесь используется типографика, более такая, большой текст там используется, более простой, легко считываемый. Вот здесь смотри, на экране регистрация закрытие справа, а здесь уже слева. Это немного, наверное, будет путать. Надо эти основные закрытия назад, все эти кнопки держать всегда в одном месте, чтобы... Да, согласен. И то же самое насчет вот этих заголовков. Вот здесь заголовок в центре, здесь заголовок смещен вниз. Обычно такое делается смещение вниз, когда, допустим, вот этот заголовок очень большой, в том же айфоне, допустим, settings, заходишь, и там огромный такой заголовок settings. Когда скроллишь вверх, он поднимается наверх и становится мелким посередине. Но вот здесь непонятно, какой принцип разделения. Ну, здесь, допустим, да, я думаю, можно было просто решить изменением стиля заголовка, сделать его здесь или больше, или меньше, или просто сделать контраст между этими двумя. Да, задать нужно правило между этими заголовками. Допустим, если вот этот заголовок, он находится посередине наверху, может он... Какой здесь размер? 24. Обычно в том же iOS, опять же, не знаю, на какие гайды тут ориентир идет, может, и не на какие, но в том же iOS 18 или 17 пикселей вот здесь посередине бывает, я не помню точно. А здесь 24. И вот этот большой размер, он как раз-таки, наверное, мешает давать контраст между этими двумя. Ассаламу алейкум, Жариёх, алейкум ассалам. Алейкум ассалам, рамтуллах. Вот на чем мы остановились. На этих, короче, формы, в принципе, нормально. Если здесь кликнуть, они, наверное, смещаться будут наверх, вот эти штуки. Да, вот эта кнопка чекбокса, она сама большая, и текст подписи, он пытался выровнять высоту кнопки чекбокса по двум строкам. Я думаю, да, лучше так не делать. Да, лучше, чтобы как одна линия, чтобы на одной линии чекбокс и текст, одна строка текста, чтобы все на одной линии было. Пусть текст будет вниз уходить, но надо сделать... Нужно уменьшить немножко чекбокс и чуть-чуть увеличить текст, может быть. Да,
Вот здесь 10 пикселей размер. Это слишком мало для читабельности. Там самый минимум, если не ошибаюсь, был 11 или 12 пикселей для того, чтобы нормально считывался текст. Вот это слишком маленький размер. Потом вот проблемы создаются вот этими скругленными краями форм, как бы сами напрашиваются. С одной стороны, дизайнер хотел их выровнять по тексту, потому что вот эти выпирающие скругленные края, они не несут такого веса, потому что они, ну, то есть здесь они смещены, здесь они выровнены, и непонятно, почему равнять. И вот дизайнер решил их выравнивать по тексту везде. Но это, опять же, создает дополнительные проблемы, потому что вот здесь заголовок, он равняется по краю этих форм, а здесь уже по тексту. А вот здесь вообще как бы... Ну, это уже, наверное, дизайнер не стал пока что как бы полировать дизайн свой. Может, у него там какие-то концепты пока что... Ну, да, должны быть правила какие-то, и именно с такими правилами будет очень сложно, особенно в таком большом приложении с множеством экранов. Да. Поэтому вообще, чтобы этих проблем не было, легче сделать формы не с круглыми краями. Да. Да. Может быть, чуть-чуть закруглить края, и этого достаточно. Тем более, если будет большая форма такая высокая, то все равно придется использовать вот эти прямоугольники со скругленными краями, но не до конца, не такими большими. Но даже если использовать, оставить эти скругленные края, то лучше сместить, выровнять все по левому краю тогда. Так меньше будет проблем. Ну, вот мы сейчас прошлись всего лишь там по нескольким экранам, а там на самом деле очень много. Но, Тамерлан, я предлагаю просто так последовательно разобрать там несколько. Мы не сможем, конечно, за весь эфир все экраны разобрать. Мы просто какую-то часть времени уделим на одну работу и равно время распределим на 3 работы. Сколько успеем, столько и посмотрим. Ну, в общем, вот здесь все хорошо, мне нравится и чисто нормально сделано. Так, в принципе, здесь все то же самое. То, что мы как бы не покрывали из каких-то важных моментов, попробуем посмотреть. Вот здесь разные шрифты используются для разных фильмов. Я так понял, это логотипы фильмов или... Ну, вот здесь... Да, использовать... Я так понял, это логотипы, скорее всего. Использовать логотипы в качестве заголовков для текста не очень правильно. Лучше обычным шрифтом написать. И я вижу, что здесь все-таки шрифт использован, а не готовый логотип. И тем более это очень сложно будет поддерживать, во-первых. Во-вторых, даже с визуальной стороны это, наоборот, лишний шум добавляет. Тяжело считывается. Бывают постеры, допустим. Это, опять же, тоже не постер. Да, единичный вот постеры постер. бывают вот здесь. Да. Для них это нормально, потому что это один постер. А здесь динамичный контент, который постоянно меняется, обновляется, и под каждый баннер делать текст, стилизованный заголовок, это будет очень трудно, и тем более так, чтобы он с фоном сочетался, гармонировал на этом экране. Да. Вот здесь, допустим, выглядит красиво, вот этот суженный шрифт и так далее, но, опять же, это не стабильный дизайн, и вот тяжело будет поддерживать дальше, если заголовок длинный и так далее. То есть лучше для таких больших приложений думать системно и отказываться от каких-то стилистических решений, которые принесут проблему в будущем. Вот. А так, здесь, в общем, нормально. Единственное, я бы посоветовал все-таки немного подумать над заголовками, потому что очень часто заголовки бывают длинными, и вот сочетание размера и длины заголовка и вот этого пространства
чуть-чуть узким кажется немного. Да, тут, по сути, одно слово только помещается. Это слишком узко. Можно чуть-чуть исправить ситуацию, убрав подложку белую, и, то есть у тебя расширится на сколько там, 10 на 20 пикселей. Ну да, это тоже поможет. Ну, в общем, здесь, возможно, это и размер. Опять же, вот размер здесь 24, нет, здесь уже 20. Можно было бы даже 16 ограничиться. Но, опять же, это зависит от всей системы. Я не хочу нарушать там всю иерархию. Просто если вот в отрыве смотреть, 16, 17, 18 размеры, в принципе, подошли бы. И можно было бы предоставить возможность 2 линии использовать для текста, а дальше уже блокировать 3 точками. Подобные заголовки реализованы в приложении Кинопоиска, говорит Элмарс. Я так понял, он имеет в виду стилизованные заголовки, про которые мы говорили в приложении Кинопоиска. Но пока, надо будет, наверное, установить приложение, чтобы увидеть это. Я сказал бы, это хорошо смотреть на референции как бы больших продуктов, но, опять же, не всегда, не в 100% случаев референс крупного приложения означает то, что это лучшее решение. Вот если вот в отрыве смотреть прямо сейчас на эти скрины, это кажется, даже, допустим, если это работает в готовых дизайнах, если это типа в Кинопоиске работает, визуально, если на это смотреть, тяжелее считывается, чем обычный заголовок. Но, опять же, это наше, скажем так, мнение, и это не означает, что тоже стопроцентная инстанция последняя. Да, и, возможно, я не знаю, я не видел, конечно, но мне кажется, почему-то у них, если есть эти заголовки, каждый экран смотрится как отдельный постер, наверное. Здесь у нас, по сути, одинаковые шаблоны, с той лишь разницей, что вот заголовки разные. И если помимо заголовка еще какие-то там стили в соответствии с этими стилями заголовков были бы, тогда, может быть, как-то эти 3 экрана выглядели как отдельные просто постеры. Но сейчас, мне кажется, это не совсем правильно. Я сейчас проверяю Кинопоиск, нашел что-то здесь. Вот у тебя установлено приложение? Нет, в Web Store скриншот есть. Опять же, вот примерно, наверное, вот это брат имеет в виду. Типа вот заголовок я вижу стилизованный, потом дальше уже какие-то детали идут. Что странно, на самом деле, именно в данном случае это не так уж и выглядит тяжело или сложно, потому что здесь сам заголовок, он выглядит больше как часть картинки, да. А то, что внизу уже это отдельно заблюрено и как-то как отдельные UI-элементы выглядят. То есть, если так смотреть, то это нормально выглядит. Но, опять же, тяжело будет подбирать шрифты под каждый фильм. Это уже вопрос самого сервиса, как он будет использоваться и так далее. Вот. Может быть, это способ так остаться в этой компании работать, потому что им постоянно нужен будет дизайнер, который будет делать постеры. Ну, это гениальная идея, на самом деле, если с этой стороны смотреть. Поэтому не суди пока,
что-то там. Как говорят американцы, не суди, Как говорят что-то американцы, да. там, Что-то как-то, там. что-то там. Так, что у нас Теперь дальше? вот здесь просто кажется излишним карточка поверх карточки, тень поверх тени. Да. Слишком много. Так, в основном, в принципе, ну, нормально. Чисто. Подожди, вот эти табы немножко смущают меня. Это же это карусель. Ну, обычно таб, выделенный таб, он обычно бывает с края он начинается. Да, если нажать на таб, он должен автоматически скроллиться Да. до этого. Это один момент. Второй, вот здесь серые, они выглядят не как disable, как на русском сказать disable? Неактивные табы, на которые нельзя кликнуть. Больше нет, что ли, слова? Неактивные. Неактивные, это когда ты типа не заблокированы, заблокированы, недоступные. Запломбированы. Окей. Ну, короче, чуть-чуть добавить контраста. Есть стандарт accessibility, так называемый, в который один из пунктов которого это контраст между фоном и вот этим текстом. Если забить в Google, допустим, контраст checker или там color accessibility checker, там выйдут сайты, где можно забить фоновый цвет и цвет текста. И если текст не проходит хотя бы... Давай я лучше покажу, потому что это слишком абстрактно. Будет полезно. Так, у нас 3 зрителя. Ура! Мы растем, мы с каждым разом у нас все больше и больше. Да, у нас мама, Элмарс, еще кто-то. И мама Элмарза, наверное. Так. Вот здесь background color, сюда забиваем фоновый цвет, а сюда забиваем цвет самого текста. Допустим, здесь D3, 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 D3. Вот все это, если двойной А проходит, значит, вот минимальные требования по доступности текста. Опять же, это не панацея, в некоторых случаях это даже не нужно, но лучше всего иметь это в виду и стараться придерживаться хотя бы вот двойного А. И вот если мы сейчас покрутим lightness, то мы увидим, что только вот на этом цвете Можно вот accessibility проходит, да. Иначе это выглядит вообще некликабельным. Если текст большой, то его уже требования не такие большие, то есть можно до сюда вот доходить. Вот, это всегда лучше иметь в виду. А так, остальное, мне кажется, тут, в принципе, одинаково, но карточки. А так, в общем, мне нравится. Покажи это меню, меню внизу? нижнее, да, увеличил. Здесь, но эти иконки, мне показалось, они разных стилей, но вот эта иконка с пленкой, она слишком детализированная по отношению к другим иконкам. Ее можно было сделать более минималистичной, немножко убивать из остальных. И вообще вот здесь как раз-таки можно было бы чуть серыми сделать остальные, потому что красный, он хоть и красный, но черный тоже довольно-таки сильный. Немного спорит с ними, да. Спорит, да. Может быть, у нас
активный 3, а красный неактивный. Да. Или здесь ошибка у красной, остальные нормально. Типа. Да. Так, тут, ну, в принципе, какой-то pop-up, folders, это какой-то кастомный дизайн. Ну, нормально. Messages. Вот здесь непонятно, это чужие или твои личные тоже Да, есть. надо Личные, как-то наверное, справа или как-то по-другому. Но это, наверное, разграничивать надо. не показано, наверное, здесь. И стрелка вверх все-таки непонятно, это отправить или загрузить что-то, Да. загрузить файл какой-то. Так, тут player. Это, как он мне объяснял, это знаешь, что за тема? Когда человек смотрит фильм, и если ему какой-то момент в фильме понравился, он может сразу же нажать на «Сохранить» кнопку и записать этот участок и сохранить куда-то на устройство. Интересная идея. То То есть begin, save with, затем begin with, before, save. Вообще сочетание зеленых и красных кнопок это такие максимально как семантичные цвета. Красный это ошибка, зеленый это типа успех. Изначально вот когда выбирался цвет, это типа это брендовый цвет, и хочется вроде бы красный, да, но опять же вместе с зеленым, да, лучше не использовать. Даже если, допустим, здесь зеленый не использовать, я понимаю, зачем он добавил зеленый, потому что если здесь будет красный, а здесь будет серый какой-нибудь или другой, то чисто красный будет перетягивать в себе все внимание. Но это опять-таки та ловушка, которая изначально, когда выбираешь цвет, семантичный цвет для таких там основных интерактивных вещей, то такие проблемы появляются во время работы. Можно, чтобы это решить, просто добавить вторичные кнопки. Не обязательно, чтобы красная кнопка здесь была. Вторичная кнопка может быть обводкой, может быть менее видимой, допустим, 10% от красного. И как-то уже легче будет с ними работать. Сейчас слишком сильный контраст. Ну, save можно было бы как раз сделать красной кнопкой, так как это основной action. А Enter Time-код можно черным сделать, либо с обводкой красную сделать кнопку. На Airbnb как раз вторичные кнопки черные, первичные красные. Кстати, вот на Airbnb видел ли ты примеры, чтобы они друг с другом стояли рядом? То есть, если они отдельно, то, там, мне кажется, если они рядом стоят, немного, опять же, будут между собой спорить. Да, они спорят. Поэтому там я замечал, если даже какая-то кнопка основная или черная, или красная, рядом стоит просто ссылка другая. Это может быть отменой. Просто Поэтому, да. текст, просто текст без кнопки. Здесь можно также сделать. Элмерс говорит, большой вопрос к записи экрана с точки зрения авторского права. Это, конечно, не по дизайну вопрос, но все равно интересный вопрос. Можно ли... Но мы живем в России, мне кажется, здесь все можно. Нет? Или я ошибался? Но хотя если этот продукт, он масштабируется, но если это не пиратский проект какой-то, если он собирается раскручиваться, я думаю, этот вопрос в любом случае перед ними станет. Но это как концепция интересная, это, я думаю, концепт. Да, это Google Play, фильм в любом случае, это просто концепт. Может быть, есть же ограничения, можно какой-то кусок, там определенное количество секунд, можно все-таки откуда-то вырезать. Есть, да, на том же YouTube я слышал, какое-то количество секунд можно загружать фрагменты из фильмов там, или других работ. Да.
В общем, понятно, что там дальше. Здесь уже Это таблетка. Да. Главный экран. Здесь пересечение вот этих теней в левом углу. Да. Очень Сразу плохо выглядит. вызывает к себе такое внимание, вопрос появляется, почему так. Да, это что-то невозможно. Вот бывают фигуры, невозможные фигуры, есть такие с оптическим обманом. Да. То же самое. Вообще надо веб воспринимать как все, что есть в вебе, стараться, чтобы оно соответствовало каким-то физическим свойствам объекта в реальности. Если это Да. тени, вот такого вида тени в реальности, в жизни они, наверное, не могут быть. Поэтому... Но тут единственное мог бы быть, допустим, вот здесь такая плашка идет, вот здесь вторая плашка идет, и поверху еще один объект такой выпирающий. Но опять же, это слишком усложняет, да. Вот что тут. Но опять же, вот вопрос с этими шрифтами, это сложно будет заголовками, сложно будет поддерживать, конечно, но возможно, дизайнер имеет какой-то план, как это решать. Я бы не советовал, конечно, себе так усложнять. Так, здесь уже какие-то разделы, рекомендации. Ну, здесь уже все остальные элементы просто увеличиваются в размерах, там отступ появляется побольше. Это в принципе. теги красные или что это? Как я понимаю, all, если all нажать, то это типа все, если 20-20 нажать, то на 20-20 идет и так далее. И как раз-таки вот здесь это слишком сильно... Слишком акцентировано внимание на этих кнопках. Обычно фильтры не делают, приоритет их не делают таким сильным, как главные кнопки. Так как у нас уже главные кнопки вот красные, фильтры делать такими же не стоит. Я думаю, можно было обойтись простыми обводками или каким-то там вторичным цветом. Да. Так, ну, в остальном тут, наверное, работа еще идет. Watch film. Вот здесь уже какой-то новый... Поисковое окно на фотографии тоже не очень хорошее решение, мне кажется. Прозрачный input. Здесь могут возникать, наверное, проблемы, тем более, если нету градиента. Ну, если, я не знаю, здесь, может, сверху есть градиент. Здесь есть градиент, на самом деле, темный. Я вообще не встречал вот такое, чтобы input был прозрачный. Не знаю, можно ли... Но это больше на веб-сайтах бывает. На таких приложениях я тоже не видел. Это сайт, не знаю. Это приложение. Это приложение на этом. На планшете. На iPad, на планшете, да. Вот эта штука, в принципе, интересно сделана. Типа, можно свайпить, и в зависимости от контента можно увеличивать эти карточки. Нигде такого не видел, но интересно сделано. Какая-то своя идея. А вот здесь немного сложновато как-то воспринимать все это. И поле ввода очень маленькое. Это выглядит как чат, хотя это отзывы с прокруткой это сделано. Поэтому... Это еще выглядит, в общем, из-за количества разных элементов, как какой-то iframe, который встроен в сайт через какой-то сторонний API, или как это. Здесь ждешь, что тебе кто-то ответит, если написать что-то. Да. И здесь вот этот скролл внутренний тоже в приложении, скролл вебовский какой-то. Вообще странное поведение с этой штукой. Если я хочу вот вверх прокрутить, он вот здесь будет крутить или само приложение.
Это, Да. оно. Так, В общем, наверное, не можно будем, уже. наверное, здесь Да. уже зацикливать. Все остальное это, в принципе, повторяю. Но так, в общем, скажу, машаллах, очень видно, что уже такой дизайнер разбирается во многих вещах. Да, человек, Большой, да. большой концепт делает. И как бы чувствуется вкус и стиль есть у дизайнера. Да, Понимает, что остается такое. только небольшие теоретические знания подтянуть. И, я думаю, человек идет по правильному пути. Иншаллах, у него Да, есть перспективы хорошие. и чаще сверять с тем же на Мобине можно находить примеров mobbing.design, вот этот сайт. Каждый элемент, который который ты дизайнишь, стараться находить примеры и вот делать по таким примерам, которые вот хорошо работают. Это облегчает задачу. И не приходится придумывать какие-то новые элементы, как, например, те же отзывы, которые мы видели. Можно Да, просто скопировать это откуда-то. Хорошо, дальше переходим к этому, да, к сайту Quraysh. давай. Фигме он у нас. Figma, да. Quraysh это делал в первый раз, его самая первая работа, поэтому могу только его похвалить за то, что он готов выкладывать свою работу первую, самую, и Да. учитывая то, что у него он только начинает тренироваться, учиться и так далее, могу сказать, что машаллах, очень хороший старт Для для первой самого работы, первого. если сравнивать то с другими, ну, я много видел первые работы, и эта работа очень достойная, машаллах. Я Очень, очень. вспоминаю то, что я делал в первый раз, и мне кажется, Да. это лучше сделано, чем то, что я делал. И при этом я после этой работы уже начал как-то заказы принимать, поэтому Quraysh, я думаю, иншаллах, тоже недалеко от того, чтобы уже принимать заказы. Просто нужно практиковаться и подтягивать теорию. Да. А, теперь уже перейдем А теперь, к прожарке. да, Что ты думаешь, Берт, насчет этого хедера? вроде все хорошо, я жду. Никаких проблем нет. А, вот этот, первое, что бросается в глаза, фоновый цвет, красный. Немножко грязновато он смотрится. Можно сделать его посветлее. И вот этот переход с градиент с красного на белый на фоне, он немножко грубоватый. Можно сделать полегче и сделать сам переход больше и сам красный цвет сделать прозрачнее, легким его Да, сделать, потому что он много внимания берет, утяжеляет композицию, да. и, И и на текст, и нем, да, черный текст на этом фоне, как раз можно теорию цвета можно почитать, чтобы да. вот сочетание разных цветов, чтобы лучше знать. Есть книга Йоханнес Итан «Теория цвета». «Теория цвета», «Искусство цвета», кажется, называется. Вот если ее прочитать, допустим, ты будешь знать, брат Курейш, что вот контраст между серым цветом и вот этим розовым, он серый из-за того, что он не имеет какого-либо цвета внутри себя, не может конкурировать, то есть тут немного такое Гармонии нет. конкурирование, да, гармонии нет из-за того, что серый, он темнее, по сути, и он более сильный, но при этом у него нет никакой, Живности. никакого цвета нет. И он начинает соперничать с тем цветом, который на фоне, казалось бы, он очень легкий, светлый,
но у него есть какой-то цвет внутри. И вот они начинают между собой соперничать. Короче, грубо говоря, когда такой цвет на фоне, да, допустим, если даже вот такой мы взяли бы, то вот этот текст лучше бы сделать темно-красным, допустим, чтобы он уже контраст был только по темноте, но не по цвету еще. Контраст по цвету, когда еще добавляется, это А тяжело ты будет. можешь, кстати, редактировать? У тебя есть права редактирования? Кажется, да, можешь. Ты можешь Да. даже для примера, для интереса просто подредактировать текст. Допустим, вот для сравнения. Кстати, можно уже похвалить Хрейша, потому что он хотя бы немного текст серого на этот красноватый перенес. Да. У него был этот уже просто недостаточно. Да, просто чуть-чуть, вот, допустим, даже если вот так перенести, чуть-чуть вправо-вниз, уже это, ну, это очень похвально, то, что он вот так не оставил. Да, То ну есть вот так это уже, вообще плохо. то есть для Плохо было. начинающего, который первый начинает, скорее всего, он так и Ну, сделал. в принципе, по сути, он теорию, получается, знает. Ну, Получается, не нужно читать эту по сути, книгу, он да? знает теорию. Да. Можно не читать. Ну, это уже хорошо. Ну, короче, если так дальше идти, вот этот градиент действительно, еще кроме этого, он сам по себе градиент такой мягкий, но здесь он обрезается очень резко. Ты И, можешь, Тима, по ходу, если что-то можешь редактировать, ты же скопировал, как раз можешь немножко показать, как можно цвет фона немножко поменять так, чтобы было намного приятнее уже. ну, допустим, ну, тут на самом деле, если менять, то нужно много времени потратить, Да. потому что очень много, то есть все переделывать. Но если так очень быстро хотя бы улучшить попытаться, то, допустим, Можешь во-первых, вот не этот нужно, цвет сделать посветлее фоновый. да, во-первых, не нужно отдельный объект создавать для того, чтобы вот этот градиент Сделать добавить. градиент. Можно просто так, а здесь что у нас на фоне? Заблокирован. Да, разблокируем. Можно просто здесь добавить градиент. Так. И здесь какой-нибудь такой цвет. Вообще я сам не любитель такого перехода между белым и розовым. Ну, если допустить, допустим, Да. хотя бы как-то так уже лучше читается. Затем дальше, если идти, вот здесь заголовок, он широкий, дальше текст, он короткий и выравнивается с кнопками. Это, опять же, проблема композиции. Появляются такие дыры внутри из белого пространства, которые тяжело считываются. Не то, что считываются, а выглядят... Нарушает баланс. Вот, да. Просто иногда можно перенести заголовок на вторую строчку, и это уже начинает решать многие проблемы. Сейчас, допустим, если вот так сделать, Мне нравится картинка. Она выглядит достаточно сочно и привлекательно с мороженым. Я так понял, он составил ее из кусков. да, кстати, да, выглядит аппетитно, хотя я уже этот сахар не ем, это, наверное, для тебя аппетитно. Да, для меня это очень аппетитно. Это уже совсем другая история, как говорится. Вот здесь, ну, чуть-чуть, если подтянуть высоту строки. Опять же, возвращаясь к той теме контраста, здесь не хватает контраста, поэтому потемнее я бы сделал вот так как-то. Сейчас уже нет необходимости в красный уходить, чуть-чуть можно вот так. Теперь
сам текст, он регуляр, выглядит он, как будто бы он этот light. Наверное, это сам шрифт такой, я к нему не привык, к этому Монсеррату. Допустим, здесь надо тоже учитывать, что переносы появляются ненужные, их нужно корректировать самому. Допустим, мы вот примерно одну ширину используем для текста и заголовка, потом у нас, допустим, подтянем этот текст как один блок, чтобы он был. Вот эта проблема. Посмотрите видео с нашего производства. Длинных таких текстов внутри кнопки не должно быть. Максимум 2 слова. Поэтому здесь будет смотреть видео. Смотреть или видео. Презентация, или видеопрезентация, что-то такое. Лучше глагол использовать, когда есть возможность. Видео непонятно, что за видео. Может смотреть презентацию или презентацию что-то можно. такое. Или как еще, короче, бывает. Шоурил хотел сказать. Или же, допустим, вот это в этом работа дизайнера тоже заключается. Копирайтинг нужно какой-то минимальный тоже делать. Да. Это может быть даже, если иконка сама показывает, что это видео, можно даже смотреть, убрать, допустим, что там было вообще, посмотреть с нашего производства, да? Узнайте о нашем производстве. Это уже, опять же, нужно думать. Да. Как правильно сказать. Ну, пока что, скажем так, опять же, мы в рамках этой презентации не будем на этом зацикливаться. Нужно придумать что-то, но сейчас у нас такого времени нет разбирать все варианты. Вот эти кнопки, они спорят друг с другом, нету приоритета. Главное, второстепенное, обе кнопки красные, поэтому желательно какой-то из этих кнопок дать приоритет. Это надо смотреть по UX, что из этого важнее. И вот здесь разные шрифты были, они должны быть одинаковыми. Здесь, получается, если мы даем им контраст, мы можем просто вот эту штуку убрать. Презентация будет что-то такое. Это будет рядом стоять. Презентация может стоять и справа, и слева. Опять же, это больше зависит от системы в основном. Потом вообще, ну, хотя бы так, да, в принципе, как-то улучшает восприятие. Ну, тут много чего можно было бы сделать, чтобы, допустим, сейчас появилась такая большая дыра между иллюстрацией и текстом. Опять же, это нужно, допустим, подтягивать или же работать с иллюстрацией, или вообще думать в общем от композиции. То есть я сейчас не хочу нарушать сетку там и так далее. Да. Ну, в общем, что-то такое можно было бы сделать. Допустим, для этого примера просто подтянем чуть-чуть иллюстрацию сюда. Так. Дальше что? Текст здесь странный какой-то. Montserrat's Alternates. Лучше не использовать такой декоративный шрифт для элементов меню. Лучше просто Montserrat. Тем более, что в других местах там обычный Montserrat. Да. А тут даже мне надо скопировать стиль как-то. Потом уменьшить его. Какой здесь размер? 18. Semi-bold. И вот так. И остальное тоже. Но опять же, сейчас не буду полностью подчищать, потому что это много времени занимает. Меню здесь. Сразу бросается в глаза то, что это же слайдер предложений,
но почему-то одна карточка выделена, а другие карточки как-то на втором плане затемнены. Задача слайдера здесь показать предложение, и наоборот хорошо, когда на экране разные предложения сразу видно, а не по одной карточке. Тогда смысл самого слайдера, который занимает столько места, теряется. И эти затемненные карточки, они, по сути, сейчас никакой функции не выполняют здесь. Чтобы сейчас переключиться, нужно нажать один раз, потом только можно в корзину добавлять. Да, Это а хорошо, действие. когда глазом ты сразу 3 карточки видишь, и ты можешь глазом намного быстрее считывать 3 карточки, чем по одному вот так кликать, смотреть. Это тяжело. И даже до того, как мы сюда перешли, вот тот же самый переход с серого, то же самое, что мы говорили, с этого розового на серый, он тяжело считывает. Вообще его можно было бы убрать, но опять же, как я говорил, вот этот переход сам по себе, он жесткий, ровный, а градиент, он мягкий. И сочетание мягкого градиента с жестким переходом тоже тяжело его считывать. Легче какой-нибудь абстрактный шейп сделать, как это, форму сделать, как часто делают на дрибле, можно, к примеру, увидеть. Да, сделать какие-то плавные какие-то формы. Ну, опять же, тут очень грубо, допустим. Я в фигме сразу видно, много не работаю. Скетчман. Как это? Скетчер. Это может. Кстати, пора бы тебе на фигму переходить, потому что я весь мир работал на фигму. в фигме, последний проект, над дизайн-библиотекой, и очень крутая штука, мне очень нравится фигма, но не работал над иконками и этими всякими иллюстрациями. Ну, вот здесь очень грубо сейчас все. Вообще, кстати, вот эти плавные линии, я обычно, знаешь, как делаю? Я сначала делаю такие острые углы, а потом все точки выделяю и делаю закругление. А вот смотри, я сейчас вот такую штуку сделал, и стало легко прям. Избавились просто от лишнего. Но здесь нужно попробовать на фоне что-то сделать, как ты сказал, какой-то там... Хороший дизайн от отсутствия дизайна. Чем меньше дизайна, тем лучше. Там, не знаю, короче, это нужно тестировать, что подошло бы лучше. Но какой-то шейп на фоне нормально. Просто надо более аккуратно попытаться его сделать. Вот это тоже не то вообще. Дело касается именно вот тестирования. Тестировать все, что возможно, и потом в итоге то, что подходит. Но просто для примера, на том же дрибле, если просто-напросто забить landing page, куча вариантов появится, как можно как-то разделить этот фоновый шейп. Или как. Композицию создают. Ну, допустим, даже вот такая штука, картинка, и снизу у нее какой-то цветовое пятно. Или же вот, ну, здесь то же самое примерно, какое-то пятно. Вот такие формы органические тоже можно использовать в виде того же градиента или там цвета. Можно такую форму использовать. В общем, вот здесь тоже вроде просто круг, но с градиентом нормально работает. Или же какие-то волны. В общем, надо тестировать. Экспериментировать. Здесь размеры карточек тоже надо сделать одинаковыми, не выделять какую-то одну. Все, чтобы были одного размера. Заголовок здесь теряется, слишком маленький. Нужно думать еще над выравниванием, чтобы они
Вот здесь, если вот сюда нажать, тогда легче будет выравнивать по высоте, поэтому жирность текста нужно посмотреть, вот здесь какая жирность, попытаться использовать такую же жирность, если даже вводить новый размер, здесь, допустим, высота 40, да, 39, 40, здесь 60. Допустим, это размер поменьше, но при этом жирность такая. И два размера будет только, лишний размер больше добавлять. Слишком много размеров, да, нельзя. И вот здесь плюс-минус надо сделать так, чтобы удобно было нажимать, а то здесь ты пока нацелишься на плюс, это будет тяжело. Их нужно сделать... отдельно сделать как отдельные элементы. Да. Сейчас это просто как один текст идет. Да. Они даже выравниваются, не выравниваются из-за того, что в одном тексте как по-разному выглядит. Да. И обводка красная для такой формы не нужна, она слишком... То есть это уже активное состояние, когда можно использовать. И то это форма, когда ввода, тогда активное состояние. Когда просто увеличивается количество, не нужно обводка вообще. И просто вот эта штука будет красной, все. И размер побольше нужно, плюсы, минусы. Здесь пространство тоже как-то разбросано. Нужно сгруппировать как-то слишком много. Вот здесь отступ. Короче, теряется все, чтобы не разваливалось. Побольше логотип. Под этот логотип притянуть цену. Есть такая штука, якорный элемент называется, когда самый большой или самый такой важный объект, к нему притягиваются остальные. И такие принципы использовать для группировки элементов выгодно бывает. Вот. Дальше преимущество. То же самое вот с этим текстом. Капсовый и декоративный сейчас. Лучше просто один шрифт использовать, Montserrat, который без вот этих дополнительных стилей. Да. Здесь в самой иллюстрации видно, что сам он это составлял, но видно, что где-то фотографии используются, где-то иллюстрации, они скомбинированы. Можно, но тут претензий не может быть никаких, потому что понятно, что начинающий дизайнер не может делать качественную иллюстрацию. По крайней мере, он попытался не копировать, не брать какую-то стоковую иллюстрацию и оставлять ее как есть. Он какой-то смысл попытался придать этой иллюстрации, добавить мороженое и так далее. Но на будущее можно в этом направлении тоже развиваться, где хотя бы если не рисовать иллюстрации, то хотя бы либо научиться их правильно комбинировать, составлять followers. И то же самое с... То же самое с этим цветом, контраст между этими, то есть не работает. Он, наверное, просто не изменил эти цвета, которые были в иллюстрации. Доставка по городу, Назрань, доставка бесплатно. Во-первых, повторение слова «доставка» – проблема. Во-вторых, контраста между этими штуками не хватает тоже. Иллюстрации желательно использовать все одного стиля или из одного набора, чтобы они по стилю были одинаковые. Да. Потом сама кнопка здесь другого стиля сейчас. Тут 77 высота, скругление не такое, как здесь. Нужно всегда системно думать, чтобы все работало совместно, то есть не разваливались разные элементы. Стиль поддерживать, отступы одинаковые пытаться делать, кнопки одинаковые. Вот здесь контакты, вот слишком тесно этому блоку стало. Сам сайт очень много воздуха, и внезапно в этой форме очень все тесно стало. Потом сама карта лучше использовать, лучше качественную, как бы
не такую пикселизованную карту, хоть это и пример в дизайне, но все равно уже выглядит как-то Да, ухудшает. как будто 10 раз сделали скриншот. Потом сфотографировали с телефона, на котором Потом сделали скриншот. картинка, которая 10 лет гуляла по телефонам, скачивалась, потом кто-то делал принт-скрин, потом опять скачивалась. Потом кто-то ВКонтакте применял фильтр резкости, и он становился вот прям очень резким, точки появлялись. Потом кто-то распечатал эту бумагу и Потом еще опять раз отсканировал. Да, вот, и в итоге она сюда попала. Вот. И здесь выравнивание, вот здесь, допустим, появляются какие-то отступы непонятные, потом, вот, короче, все нужно сгруппировать и при этом разбросать, как бы это странно ни звучало, слишком тесно все. То есть сгруппировать сначала то, что можно сгруппировать друг с другом, и потом уже им дать свои отдельные места. Главное правило в дизайне – группируй и разбрасывай. Это почти как это разделяй и властвуй. Да. Ну, в общем, молодец, Курейш, машаллах. В любом случае, первая работа, и видно, что он пытается вот это чувство минимализма, какой-то с дрибла, наверное, с бихенса смотрит работы, пытается иллюстрации какие-то использовать. То есть это уже... Какая-то насмотренность у него уже есть. Да, надо то есть его развивать. Какие-то карточки с большим белым пространством, он начинает их понимать, что это типа красиво, но надо просто структурировать получше. Переходим к этой работе. Последний Шамиль. Так, работа, презентация в Behance. Вот эта работа мне понравилась, машаллах. Вообще, мне кажется, в принципе, здесь придраться особо не к чему. То есть даже если пытаться придраться, то тут уже будут какие-то мелочи, которые прям вот совсем мелочи. Всем спасибо, что смотрели. Давайте мы заканчиваем. Да. Все, заканчиваем, да? Надо что-то сказать, надо хотя бы похвалить за каждый элемент. Сделать вид, как будто бы мы что-то знаем, и пытаться как-то критиковать эту работу, хотя здесь нечего критиковать. Короче, если так... если серьезно? Если серьезно, переходим к нашей критике. То есть мы уже похвалили сейчас. Иллюстрации, я не знаю, это, наверное, набор какой-то. Если вдруг, Шамиль, ты их сам рисовал, дай знать, потому что это, конечно, уровень. Но, скорее всего, это, наверное, какой-то пак готовый. Но в любом случае хорошо подобраны они. Может... Проблема в том, что это пак, никаких нету, хотелось бы отметить. Просто, конечно, можно использовать. Никаких проблем в этом нет. Вот здесь написано ведомость проекта, да? Это действительно часть... Возможно, это, кажется, что нарисовано. А возможно, они заказали у какого-то иллюстратора. Возможно, он сам нарисовал. Если сам нарисовал, это просто очень-очень круто. По всем сценариям тогда пройдемся. Если он сам нарисовал, что скажем? В первую очередь нужно подождать, пока он не ответит. Да? Если он сам нарисовал, мы ему присуждаем почетное звание «Молодец» без батла сразу же. Да, но в любом случае уже то, что здесь написано, то есть текст из проекта, то это уже очень похвально. Даже если он взял, допустим, готовую иллюстрацию и сюда вот так через Photoshop сделал вот этот, как это называется, Мокап? Искажение? Мокап, искажение.
Перспектива. Слово-то какое. Ты только на Вот, английском знаешь. Да, перспектив только знаю на английском. Забываю русские слова. В общем, иллюстрации очень крутые. Но возвращаясь к презентации, Давай сам, вот этот заголовок и вот этот желтый, вот это да. вот это мне не очень нравится. Во-первых, потому что написано капсом, я бы не стал это писать капсом. Во-вторых, сам цвет очень, теряется он. И желтый с красным спорят друг с другом. Да, тут проблема в том, что слишком много разных стилей. Да. Вот такой стиль капс, разные цвета, разные размеры, все разное, поэтому тяжело. Вот. А вот на фоне вот эти, это те самые формы, о Шейпы. которых я говорил в предыдущей работе, типа вот что-то такое плавное, вот это работает. Здесь у нас есть анимация какая-то. Это просто скролл, наверное, да? Да, показывает всю страницу. Угу. Ну, отлично. Ну, в принципе, я бы, если честно, не советовал такую анимацию добавлять, потому что, когда смотришь, ты ожидаешь увидеть что-то, UI-анимацию какую-то. Вау-эффект. Так как мы и так будем скроллить, мы сами сможем вот это все просмотреть. Это, наоборот, какой-то, получается, ты ожидаешь что-то и не получаешь то, что ожидал, и это, наоборот, какой-то маленький минус появляется из этого. Лучше я бы не стал такие делать. Потом, так, это у нас анимация была, да? Визуальный стиль. Вот эти самые формы органичные, хорошо сделаны с комбинацией цветов на фоне. То есть не просто обрезка, а как-то поддержали эту форму. И плюс еще на фоне такая полоска, которая также поддерживает. Вот такие вещи очень помогают. Если бы, допустим, это были просто картинки, так обрезанные, без фоновых шейпов, Да. это выглядело бы как-то тяжело, то есть слабо. Непонятно, что это означает. Да. Здесь какая-то связь есть. То же как ты самое думаешь, здесь, как поддержит. Ага. Вот этот стиль, он соответствует тематике? Тематика, архитектурная тематика. Ну, казалось бы, не соответствует, но иногда, опять же, сейчас мы не знаем контекста проекта. Очень часто бывает, что просто-напросто хотят выделиться и подходят совсем по-другому. То есть те же самые примеры компаний, которые, допустим, все компании, которые продают люксовые бренды одежды, сейчас переходят менять свои логотипы на какой-то просто текст минималистичный, который без засечек, просто текст. А Zara решила пойти совершенно другим путем и там скрещенный между собой какой-то с сильными контрастами логотип. Они это сделали лишь для того, чтобы выделиться. Возможно, они тоже хотели как-то просто выделиться среди... То есть, да. В принципе, вот эти пятна, видишь, это как бы типа как скетчи, наверное, зарисовки. Или типа на стене, когда как это краску наносят на стену, тоже может быть с этим связано. Иллюстрации хорошие. Потом вот здесь интерьер дизайн, и вы получаете. Ну, в общем, все чисто. Если прям вот здесь очень... можешь поднять до конца, где начинается. И как ты думаешь, вот 14 дней и 49 тысяч, стоило ли их делать с одинаковыми подложками, как-то давать им
одинаковый приоритет. И дальше ниже тоже так же как-то повторяется. И также Небольшая проблема появляется из-за того, что здесь много пятен, уже слишком много. Лучше как-то разграничить. И, возможно, стоило бы оставить пятна здесь, потому что это все-таки какой-то более заголовок, большой декоративный элемент. А вот здесь убрать. Или же наоборот, здесь оставить, здесь что-то другое уже делать. Но слишком много сейчас получается из вещей. И вы получаете немного, опять же, слишком близко к первому табу, или не таб, а первая, скажем, иконка. И дальше остальные начинают отцепляться, то есть уже тоже то самое правило внутреннего и внешнего. Можно было полоску какую-то, чтобы связь прикрепить, либо по-другому, ну, по пространству уже связывать вот эти вещи друг с другом. Так, то есть вот эта штука, и вы получаете немного как-то висит сейчас. Flat Space Design, как мы там пришли. Здесь вроде бы и типа сделано интересно, вот это выше, это ниже, но с другой стороны вот это пространство, которое здесь появляется, не знаю, немного под вопросом, то есть тут не такая типа не такой сильно намеренный, явно видный такой прием, который типа как-то заставляет тебя думать, о, как круто сделано, типа смещено, интересно сделано. А тут более такой вопрос появляется, почему они смещены? И чуть-чуть, да, системности нету какой-то. Да, вот под этим приемом хотелось бы какую-то более сильную идею или сильный резон. Нет модульности. Вот обычно любые элементы, они по модулям или по сетке размещаются. Здесь как будто бы совершенно случайно они там попали. То есть по белому пространству, если смотреть, здесь прямоугольник появляется, здесь прямоугольник появляется, здесь появляется. И как-то вот это, вот между этими вещами модульность реально теряется немного. И привязки вот этих, непонятно, к чему привязаны эти блоки. Да, как будто бы первый блок привязан к тексту, а второй блок привязан к видео. Он вообще выпадает. Так что не так уже, скажем так... Аппетит критиков появляется во время просмотра. Во время критики. Да, не так уж мы, скажем так, как говорят американцы. Вот, как говорят американцы, в общем, как-то вот так. Как-то так. Как мы работаем над проектами. Вот здесь связка, вот здесь уже более такой осознанный прием сделан. Смещение идет, но при этом как-то они связываются между собой, и это выглядит как что-то единое целое, но при этом какая-то разница между ними есть. Вот это я уже понимаю. А стиль вот этих планов, это почему он такой здесь чертежи, а здесь какой-то уже... Ну, типа здесь согласование проекта, а здесь итерации просто. Все, понял. Единственное, можно было бы какую-то очередность тогда показать, потому что если это итерация 1, итерация 2, итерация 3, то это получается последний. И как-то стрелками, может, это уже в конце последняя штука, а здесь отсюда начинается как-то. Каталог проектов. Вот табы... Что это табы, получается, или что? Или получается так. Табы-слайдер. Если это слайдер, как-то... Ну, если это табы, хотелось бы сверху их видеть, потому что непонятно, это относится к картинкам или к кнопке внизу. Ты еще не читаешь? Я думаю, если это табы, то нет смысла показывать выпирающие эти картинки, еще намек на то, что можно листать. То есть по табам уже должно быть понятно, что можно кликать и переключать контент ниже. Мне кажется, либо сделать просто
Здесь заголовок прям связанный с этой штукой, с картинкой, и уже идет контроль самого слайдера. А вот здесь сейчас сочетание, ну, как-то, не знаю, вопрос появляется сразу же, тут как это работает. Ну, Да, я вот чуть-чуть посмотрел, задуматься приходит. да, не сразу понял, что как здесь работает. Дальше команда проекта, ну, тут все нормально, что вы получаете в итоге. Вот здесь тоже, в принципе, хорошо сделано на фоне текста, вот это пятно. Иллюстрация, каждый раз иллюстрация имеет разные формы, тоже хорошо. Хорошо вписывается все. Здесь типа разные углы, тоже интересный прием. Как-то динамично все выглядит. Вот эту кнопку я бы чуть-чуть, наверное, ниже, может быть, ее опустить, потому что она прижата к последней карточке. И Да. кажется, что она именно про спецификацию. Да. А так, вот это красиво сделано. И выравнивание, и вот с пространством Да, хорошо. красиво, да, это действительно круто. Не часто, но задаваемые вопросы. Тоже с копирайтом работал дизайнер, это очень хорошо. Креативно сделанный заголовок и сами... Часто, но не задаваемый вопрос. Да. Сами чего тоже нормально сделано. Вот здесь, если кликать и развертывать, как это интересно будет? Ну, можно просто смещать все вниз, наверное. Тут же это как бы отдельные элементы. Вот это отдельно, вот это отдельно, это отдельно. Можно все вниз смещать. Если один раз кликнуть, все сместится, и так останется, как я понял, когда дальше листаешь. Ну, нормально. Так, вот здесь вот эта плитка, ну, типа нормально, не проблема какая-то, не ошибка, но можно было бы подумать над другой компоновкой. Снизу, что там, заголовок, и справа что? Вот Плюс. 2 пятна. Плюс? Да. Наверное, не знаю, мне кажется, вот этот плюс, его не стоит делать под этим пятном, потому что он уже не выглядит как ссылка. Тут получается, да, и заголовок, и плюс они одинаковые имеют визуальные стили, и это получается интерактивность одинаковая, как будто бы у них. Да. Лучше сделать просто как ссылку. Да. Здесь, опять же, ну, в принципе, нормально. Вот здесь желтый цвет почему-то не читается. Не проходит. Да. А так нормально, тоже чисто. Текст, корзина с ценой, опять-таки, одинаковые стили. Ну да. Кнопку я бы по-другому сделал, вообще каким-нибудь кнопочным стилем. Да, либо здесь убрать вот этот... У кнопки сейчас заголовочный стиль. Вот здесь какой-то стиль кнопочный, полукнопочный. Он очень похож на вот это, вот эти штрихи. Да, из этого вот сами штрихи, наверное, можно было бы убрать. Между либо ними вот контраста нет. И кнопку можно было бы сделать тогда уже с текстом, типа добавить в корзину, чтобы более очевидно было. Вот стрелки интересные сделаны, формы на фоне тоже интересные. А вот заголовок, почему-то он выровнен вместе с меню. Странное такое расположение. Лучше его сместить и выровнять по центру. Непонятно, как вообще будет себя вести слайдер, куда будет уезжать картинка, если я кликну. Ну, возможно, эта картинка будет типа пропадать, уходить типа в ноль по видимости, как это opacity, и типа новая появляется. Но это вот еще ладно. Точки снизу, мне кажется, их надо выравнивание не очень
правильно, непонятно, по Да, какой сетке они выровнены. да. Может, на всем экране сделать посередине или как-то. Нам за это время интересно, какие-то сообщения, комментарии, вопросы задавали. Нет, я смотрю, пока здесь Пока нас может, двое смотрят, да? спрашивают про какую-то иконку, но мы уже проехали это. Так, все на сегодня. Я думаю, да, хорошо мы посидели, 1:25. Я думаю, на сегодня уже хватит. Если Да. у вас есть какие-то работы, В смело первую присылайте очередь, нам. если кто-нибудь нас смотрит, то спасибо большое, Да, потому что это большая честь для нас, что нас кто-то смотрит. как только ты это сказал, добавилось 2 зрителя. Тем более спасибо. Добавилось еще 100 зрителей. Ладно. Хорошо. Присылайте свои работы в нашу группу сообщества «Дизайн». В следующем выпуске мы постараемся, иншаллах, не откладывать, как у нас была сейчас большая пауза из-за того, что у нас на нашей основной работе накопилось много работы, и пока мы это все разгребали, ушло время, и до следующего эфира постараемся, иншаллах, не делать такую большую паузу. Присылайте свои работы, мы их рассмотрим тоже. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, добавляйте в избранные. Как всегда говорят. Вот сюда, вот здесь сейчас появится лайк. Вот так. Ладно, Дигда, Кигинах, давайте, ассаламу алейкум всем, Аллах разхол за просмотр. Ассаламу алейкум. Как остановить запись? Нашел, все.